Декабрь 2022 выдался тяжелым для региона и России в целом. Гриппом и ОРВИ в последние месяцы не переболели только редкие счастливчики. Большинство россиян свалил с ног вирус H1N1. В народе его называют свиным гриппом. По словам врачей, он опаснее обычного вируса, характеризуется лихорадкой и тяжелым течением. Если обычно в инфекционном отделении Малгобекской больницы в месяц лечится от 100 до 120 больных, то в прошлом месяце здесь выписали 170 человек. На данный момент здесь лечится 37 пациентов, из них 27 детей. Чаще всего это дети с диагнозом ларингит, ларинготрахеит. Пациенты поступают с высокой температурой, головной болью, с одышкой, некоторые дети с кашлем. Температуру как-то дома пытаются сбивать, как получается. Обращаются к участковым врачам, лечатся на дому. Но те пациенты, которые не поддаются лечению, они попадают в инфекционное отделение, чаще всего уже с осложнением. Вирусная пневмония, может быть у детей отит, конъюнктивит, такие осложнения. За время зимних каникул многие отлежались дома и меньше контактировали с окружающими. Возможно, благодаря этому уже в первую неделю января пошел заметный спад по заболеваемости. Однако многие успели подхватить вирусы на новогодних праздниках. При массовом скоплении людей заразиться ОРВИ и гриппом очень просто, поскольку заболевания передаются воздушно-капельным путем. Я на Новый год поехала в Грозный, там собрались... И там было много больных среди наших. От них, кажется, заразилась. Я падала в обмороки из-за истощения организма. Не ела несколько дней, поэтому легла в больницу. Мне сказали еще раньше лечь, но я отказалась, и на второй день сразу сюда привезли. Сейчас Мариам Умарова чувствует себя гораздо лучше, как и ее соседка по палате. Молдхан Ахильгова, узнав о том, что в Ингушетии вспышка вируса, решила уберечь ребенка. Девочка несколько недель не посещала детский сад. Однако на Новый год мама решила отправить ребенка на елку, где она и заразилась. А дальше по цепочке и все домочадцы. Заболела у меня девочка, ей 3 года. Начала на температуре, вырывала, кашляла. И я пошла к врачу, педиатру. Она сказала положить ее. И в тот день я легла в больницу. На второй день мне позвонили и сказали, что и мальчик заболел температурой. Ночью вырывал тоже. Его тоже привезли. Я легла с 2 детьми. Потом они у меня выздоровели через неделю. И начала я кашлять, температурить 38,5, 39. Их я отправила домой, сама сейчас лечусь. Январские морозы благоприятнее скажутся на эпидемиологической обстановке региона, уверены врачи. При минусовой температуре воздух чище и вирусы не так активно передаются. Но главное сейчас, чтобы каждый ответственно подошел к укреплению собственного иммунитета. Врачи рекомендуют включить в рацион лук и чеснок. Это вакцинация, то, что делаются прививочные кампании, делают прививки. Это немножко тоже защищает, и если заболевают как-то, легко, незаметно могут перенести. И, конечно, употребление больше жидкости. Если уж заболел, покой, постельный режим, обильное теплое питье, и можно выйти из этого состояния. Принимать, конечно, противовирусные препараты в начале, в первые 1, 2, 3 дня. Это помогает. Грипп H1N1 и коронавирус отступают. Но в случае поступления тяжелых пациентов в Малгобекской ЦРБ подготовлены палаты интенсивной терапии. Здесь есть все необходимое для ухода за больным. Аппараты ИВЛ, электросос для эвакуации слизи из дыхательных путей и все медикаменты. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.